Были такие очень сложные времена, когда денег в стране вообще не было. Мы жили бартером. А коммунальные услуги нужно было все равно платить, потому что с государством шутить нельзя. И вот были какие-то всякие проблемы. И вот когда нужно было решать эти проблемы, я садилась, делала какое-то изделие и шла вот в райгосадминистрацию, в горсовет, там, я говорю, в райсовет. И вот буквально в наглую предлагала. Я говорю, помогите мне, пожалуйста, у меня вот нет тут такой-то, такой-то справки, но мне нужно обязательно там оформить детское пособие, но у меня нет того-то, того-то. Я вас отблагодарю. И вот буквально вытаскивала и показывала. Все с удовольствием, конечно, брали такие подарки, вроде бы и не взятка, да, но подарок. И вот таким образом я решала вот такие нерешаемые вроде бы проблемы и вещи. Я очень люблю общаться с молодежью. И я думаю, они сами поймут все. Посредством этой встречи у них проснется еще больше любовь, еще больше интерес к нашим традициям, к нашим ремеслам. Она рассказала очень много историй, касающихся истории вышивки, смысла, которое заложено в тех или иных работах. А кроме этого, рассказала сказку, смысл которой заключается в том, что если человек владеет каким-либо ремеслом, он никогда не пропадет. Мне очень приятно с ней лично познакомиться, потому что сама давно увлекаюсь вышивкой, и она нам сегодня рассказала очень много интересного, задумалась над тем, чтобы продолжить, может, свое хобби в более новом русле.